Здравствуйте, друзья! Мы вынуждены временно изменить формат нашего доброго канала. Нам, нормальным людям, объявлена самая настоящая война. Идет разделение на осознанных и на чьей стороне будет каждый. Выбор за вами. Посмотрите интервью Бурматова. Коррупция, безалаберность и преступная халатность местных властей. Это не голословное утверждение. Я вам сейчас говорю это на основе материалов 25 уголовных дел, которые по моей инициативе были возбуждены в отношении чиновников местных администраций по всей стране, в диапазоне от Якутии вот сейчас заведено уголовное дело по факту халатности и до Астраханской области, от самого севера до нашего юга. Поэтому за любое нападение бездомного животного на человека несет ответственность и должен нести ответственность вплоть до уголовной местный чиновник, потому что бездомных животных на улицах быть не должно. Сегодня они должны по закону находиться в приютах, которые должны быть построены, а они должны быть стерилизованы, вакцинированы. Тех, кого можно пристроить в добрые руки, должны пристраивать в добрые руки. Те, кого нельзя, оставлять на дожитие. И то, что у нас эта проблема в территориях не решается, это персональная ответственность, и она сегодня выражена в конкретных уголовных делах местных чиновников. Если вам будут рассказывать, что, дескать, не хватает на это денег, это полная ерунда. Извините, я перебью, просто вот вы сейчас упомянули, что вот эти специальные питомники, куда отправлять этих... У нас по закону нельзя умерщвлять бездомных, безнадзорных животных. То есть их отправляют вот в эти спецпитомники. И очень часто слышишь от экспертов в том числе, что этих питомников категорически не хватает. Не хватает средств, то есть не хватает самих питомников. Звучат предложения, что в таких ситуациях можно, чтобы разрешили организовывать эти питомники в любом ангаре, где можно поставить вольеры. Вот к этим словам как относиться? Питомник — это где занимаются разведением породистых животных. Здесь речь идет о другом. Приют обеспечивает дожитие безнадзорным животным, которые находятся на улицах. По поводу того, что их не хватает. Конечно, их не хватает, потому что их не строят. А вот вопрос, почему их не строят, ответ на него, он никак не касается нехватки денег. Потому что деньги-то у них есть, просто они эти деньги десятилетиями тратили на убийство животных. По всей стране, я ответственно это заявляю, действовал огромный распильный бизнес объемом 2 миллиарда рублей ежегодно, и я это могу доказать с точностью до цифры каждой. Это все хранится, никуда никогда не денется, и любой может это проверить на сайте госзакупок. Просто берете, смотрите крайний год, накануне принятия закона об ответственном обращении животных, и у вас волосы зашевелятся на голове, потому что наша страна тратила на убийство животных, живых существ, которые вообще ни в чем не виноваты, которым просто с человеком не повезло. 2 миллиарда рублей ежегодно. Это наши с вами были деньги налогоплательщиков. И это происходило десятилетиями. Теперь я вам объясню, что такое 2 миллиарда рублей. Это примерно 100 хороших приютов каждый год можно было строить. Вы поймите, что обращение с безнадзорными животными — это такая же муниципальная функция, как, например, ремонт дорог, например. Но понятно, что если чиновники не будут ремонтировать дороги, то они все будут в ямах, а мы будем без колес. Но если чиновники не будут регулировать численность безнадзорных животных, то стаи бездомных собак будут нападать на людей, и люди будут гибнуть. И то, и другое — ответственность конкретных чиновников с конкретными именами, фамилиями и должностями. И к этой ответственности их надо привлекать. И я рад, что сейчас эти уголовные дела, они до судов доходят в отношении этих чиновников, и будут посадки, и эти люди ответят перед законом. И еще один момент, вернусь чуть-чуть назад по нашему разговору, потому что прозвучало по поводу наказания для тех владельцев, которые сначала заводят себе какую-то модную породу собак, а потом, понимаешь, не справляются и просто выставляют ее на улицу, да, оставляют, в случае, оставляют на дорогах, выбрасывают в лесу, как угодно. Вот
все-таки помимо штрафа, потому что штраф это уже как бить по хвостам, а помимо штрафа, может быть, как-то воспитывать людей, чтобы они понимали, что они делают? Но вот вы своих детей воспитываете? Я своих, да. Ну, воспитание это где? Воспитание в семьях. Но когда родители берут весной собачку или кошку ребенку поиграть на дачу, а потом осенью, когда котенок или щенок подрос, выкидывают его за ворота, а семья уезжает из дома в городскую квартиру, у нас каждую осень на улицах появляются просто тысячи бездомных животных. Каждый год. Нам даже пришлось термин придумать садовые собаки и кошки. Ну, башкой подумайте, что зачем вам так экспериментировать над живыми существами? Зачем заводить тех, кто вам не нужен? Это не вещь. Это сегодня по закону, у нас животное по закону, живое существо, способное испытывать боль, страдания, а значит, за причинение этой боли и страдания ответственность предусмотрена. Поэтому будете оштрафованы на 30 тысяч рублей, если допустите это. Вот голова начнет включаться после этого. Спасибо. Спасибо большое. С нами на связи был глава Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Убийства продолжаются, жестокие и бессмысленные. Мы не будем травмировать вашу психику. Кто может, смотрите в соцсетях. Кадров замученных собак очень много. Объединяемся, друзья. Только вместе мы можем остановить эту бойню. Очень стараемся забирать, кого успеем.